числе первых голосующих те, кто нашел время перед работой сделать свой выбор за будущее своей страны, кто утром возвращается после ночной смены, и все неравнодушные жители, среди которых на своем избирательном участке голосует глава города. В это непростое время мы выбираем лидера, который будет вести страну вперед. И я уверен, что это действительно будет лидер серьезный, конкретный, который развивал страну эту и будет ее развивать дальше. Я призываю всех нерюнгринцев проголосовать, сделать свой выбор, не отсиживаться дома. Многие говорят, что да, уже кто-то за нас решил. За нас никто никогда не решает. Мы выбираем главного лидера нашей страны, главного человека, который будет вести нас вперед. Все на выборы. С позитивным настроем приходят и другие избиратели. Это пенсионеры, представители молодежи и работающие граждане. Надо вложить свой вклад, чтобы страна развивалась, так как сейчас все постепенно идет в лучшую сторону, налаживается. От нашего выбора зависит наше будущее, будущее нашей страны. Безучастным оставаться тоже нельзя. В Нерюнгринском районе работает 37 избирательных участков. Всего в списке избирателей более 51 тысячи человек. На 12 часов проголосовало уже более 9 тысяч избирателей. Это составило чуть более 18% от количества избирателей. Нынешняя президентская кампания характеризуется двумя главными новшествами. Это трехдневное и дистанционное электронное голосование. Избирательный участок у нас открылся вовремя. Сразу у нас было человек 20. Ожидало уже открытия участка, поэтому всем мы рады, всех встретили, все проголосовали. В дни голосования в школах, где располагаются избирательные участки, уроки отменены. На некоторых работают мобильные пункты медицинских исследований, проводятся выступления творческих коллективов и организованы конкурсы фотографий и розыгрыши призов. Ирина Жданова, Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.